Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в творческой студии, называется она «Саин», что в переводе с якутского лета. Рада представить вам нашу гостью, нашего мастера, да, с которым сегодня мы будем творить красоту. Впрочем, как и всегда, это Катрин Балакшина. Катрин, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех телезрителей. Ну, у нас такая сегодня, сразу скажу, новогодняя тематика, да? Приближается наш любимый праздник, поэтому мы что-то будем такое необычное, красивое делать. Что это будет? Да, это будут вот такие бархатные шарики, на елочку можно вешать, можно как новогоднюю композицию тоже там на люстру куда-нибудь. Она делается из подручных материалов, может справиться даже ребенок. То есть называется бархатный, но сделано не из бархата, да? Не То из есть бархата, такой эффект, да, да, получается? бархатный эффект. Ага. Ну и насколько это просто, сложно, Это очень ребенок? просто, да. Как я сказала, справится и только, даже ребенок. Хорошо. Ну и в принципе, наверное, быстро, да, все это делается. Все быстро. Ага. Но прежде чем приступить, хочется немножко вас расспросить, как давно у вас работает студия, да, и в каком направлении? Я так понимаю, здесь проводятся мастер-классы для желающих. Наша студия существует год, и владельца Нургиана Сутакова. Она также проводит обучение, как открывать такие творческие студии, да, мастерские. Вот я как раз-таки попала к ней на обучение и осталась с ней, стала совладельцем. Наша студия ориентирована на детей, подростков и также взрослых, на семейные мастер-классы. У нас проводятся различные арт-терапии, девичники, да, можно даже справлять дни рождения, такие творческие вечера. А как вы вообще давно сами занимаетесь творчеством? Сколько творческий человек? Я родилась творческим человеком. Мне нравилось дома там создавать уют, что-то делать руками своими, да. И вот я следила за работой Нургианы, тут рядом как раз живу, проходила мимо и так удивлялась. Какая красивая студия. И сегодня я здесь тоже. Проводите мастер-классы? Проводим, да, мастер-классы. Ну, я предлагаю приступить, да? Для этого нам понадобится, вот я вижу шарики. Так нам понадобятся самые обычные такие шарики, да, можно вообще старые, которые у вас уже есть дома. Я их покупала в столичном рынке. Да, самые дешевые, самые место, простые. Да, берем. Также наш секретный ингредиент — это пищевая сода, да, акриловые краски, кисточки. Давайте приступим, да? Сначала убираем вот эти штучки, да, берем палочки, они тоже, наверное, дома у каждого есть. Деревянные палочки от суши. И делаем свет. Мне нравятся такие пастельные тона, поэтому какой цвет вам нравится? Да, наверное, можно под свой, да? Под интерьер подобрать, под интерьер, да? под елочку, какие украшения там вы хотите, например. У меня елка всегда в лаконичных, серебряных, иногда золотистых цветах. Так, добавим чуть красного. Акриловые краски, да? Акриловые краски, да, они очень такие, с ними легко работать, они быстро сохнут. Вот. Можно разные цвета попробовать, кстати, увидеть, какие разные результаты получатся. Вот. Начнем. Красим шарик просто так произвольно, как получится. И я обычно люблю красить их 2 слоя. Так цвет получается более такой насыщенный. Да? Желаемого. Ну и все, я думаю, знают, всем известно, что акриловые краски очень быстро сохнут. Да. Да, что как бы облегчает ожидание, да, которое вот всегда с нетерпением же ждешь, да, что же в итоге получится. Да. Такие вечера устроить всей семьей вечером, да, с детьми. С каждого члена семьи по игрушке, да? Вот у нас как раз-таки студия ориентирована на миссия, да, наша, одна из наших миссий — это как качественно проводить время со своими детьми. Семейные, да? Сегодня же наши дни. Это очень важно, я считаю. Родителям катастрофически не хватает времени качественного проведения именно с детьми. Детям нужно всего лишь немного внимания от родителей.
Да, почему бы хотя бы раз в неделю, да? Похоже на чупа-чупс. Тоже как вариант, да? Затем берем, подержите, пожалуйста. Да, это я могу. Засыпаем соду на шарик. А, прям сверху, так, Да, да? вот так. Ага. Сода чуть-чуть. Можно руками это делать. А почему именно содой? Доступные Ага. продукты, да? Например, которые дома у каждого есть. Конечно, можно там Соль, различные. сахар, например, там. Не думаю, что сахар подойдет. Из того, что и дома есть, только сода подойдет. Можно вот всякие Сахарный декоративные, шарик сделать. эти пески же есть. Пески А, можно да, использовать. Также можно по такой же технике там снег есть такой, глиттер. Тогда лучше добавить еще ПВА клей, чтобы хорошо держался. Зафиксировать, да? Вот. Так, да сколько там много нужно сыпать? Много можно сыпать. Потом мы лишнее уберем кисточкой, что не боясь, все хорошенечко. А как, вот, допустим, рождаются такие идеи? Сами придумываете, сидите как-то вместе, да, обсуждаете? Или, ну, понятно, что интернет сегодня Да, в основном, пестрит. конечно, в интернете какие-то идеи ищешь, да, сегодняшний день, в наше время. Ну, бывает и что сами что-то вот тоже придумываем. И все вот так оставляем засыхать. Прям вот так. Такой тоже новогодний цвет получился. Вообще размешивать краски тоже искусство такое. Да, это целое дело. Вот сколько Арт-терапия. Да, сколько мы вот не встречаемся с мастерами различными, да, всегда вот тоже целое искусство, действительно. В детстве, всегда говорю, в детстве и рисовала, и вязала, и плела. А кто учил? Было раньше какой-то дополнительный досуг, он был доступным, там вышел во двор, в соседний двор, там, да, и та же, допустим, управляющая компания занималась активно раньше досугом. А у нас дворы. только вот уроки домоводства были. И там смотришь за родителями, за мамой, за бабушкой и повторяешь. Детям же все интересно. Ну, наверное, елочку тоже ежегодно, наверное, украшаете сами, да? Обожаю. Что-то создаете тоже своими руками, игрушки какие-то. Это всегда вот разные стилистики? Или есть вот такие, есть люди, которые постоянно ставят одно и то же, там, допустим, да? Ага. А многие очень так ответственно и творчески подходят, и ежегодно там елки разных фасонов, разных цветов, и елочные игрушки меняются. Вот у вас как? У меня, ну вот я люблю как-то слишком красный, вот такой яркий цвета не люблю, всегда такой приглушенный. И у меня даже ребенок спрашивает: мам, давай в этом году гирлянды разноцветные сделаем, говорит. Я такая: нет, маме нравится теплый свет, давай мы тебе возьмем елку в комнату, ты будешь украшать, ну как захочешь. Потом мы пошли в магазин, купили ему елочку маленькую, и я сказала: выбирай игрушки, гирлянды, ну что хочешь, да, как хочешь. Он такой набрал, смотрит, потом говорит: нет, мам, все-таки я тоже возьму серебристые. Ну, кстати, Вот. тоже хороший такой вариант. Если ребенок что-то просит другое, то почему бы ему там отдельно, да? Да, В комнате попробовать. не поставить. Всегда новую игрушку покупаем каждый год, символ года. И по истечению, получается, 12 лет у нас будут эти все 12 Кстати, да. видов символов года. Тоже вот как-то интересно. И об этом я обязательно рассказываю детям, чтобы они тоже вовлечены были. И сохраняли, наверное, эту традицию тоже, да? В будущем. Потом они будут рассказывать там: вот, это бабушка так делала.
когда-то тоже бабушкой А станем. еще какие-то вот новогодние традиции у вас есть? Новогодние традиции. Мгм. Я Какие-то очень выезды, люблю может тоже, быть? да, красиво сервировать стол, например, да, тоже. И у нас обычно на столе всегда традиционные блюда. Ну, мне так нравится. Селедочка под шубой, оливье с мясом, да. И что-то оригинальное тоже готовим, конечно. Всегда вот тоже национальные наши блюда, да. Там айогос запеченный в духовке. Вообще Новый год, Аппетитно да. всё это звучит, и захотелось сесть за новогодний стол, да? Даже вот чем дни рождения, да, и у нас подарки всегда такие тоже волшебные, самые лучшие на Новый год, скажем так. Вот. Подарки кладете под елку? Обязательно. Каждый по очереди вытаскивает, открывает. Да, самая лучшая традиция, да? А когда вот это происходит? 31 декабря или вот под утро там? Мы 1-го? обычно это делаем утром 31-го, потому что детям не терпится же каждый день. Вот. И еще старшему сейчас 11 лет, он такой этот... Мне кажется, он уже догадывается, что Дед Мороз это родители, да, но он такой, нет, я верю в Деда Мороза. Я напишу ему письмо и закажу вот это, а вам вот это. А еще у нас есть такая традиция, под елочкой он кладет свой башмачок, и пока стоит там его башмачок, елочка, мы тоже там маленькие сладости, какие-нибудь там маленькие игрушечки ему кладем под елочку. Тоже хитрый. Так, главное, чтобы сейчас ваши дети не посмотрели нашу передачу. Ой. Иначе... Точно. Иначе чудо не случится. Так, необходимый кусочек вырезать, Да. вам предлагаю, да? Да. Можно чаще встретить в ваших блогах. Я веду блог больше такой лайфстайл, про семью, про традиции тоже, да. Рецепты там выкладываю тоже частенько. Любимая рубрика моих подписчиков. Вот. Кулинария, да? Кулинария, ага. Ой, также я сейчас активно занимаюсь вокалом. У меня вот вышло уже 3 песни. Уже 3. Да. И вот недавно у нас была годовщина свадьбы. И оказывается, я когда пересматривала фотографии, увидела, что вот как раз-таки в день свадьбы у меня вот это вот творчество, пение началось, да. Раньше тоже пела в школьные годы. Потом сейчас я тоже, да, была всегда. да, занимаюсь, ага, уже. Такой традиционный вопрос, как маме, как человеку занятому, да? Ага, как вот все успевать? Всегда оставаться в тонусе, да? Сложный вопрос. Ну, мы же все люди. Иногда тоже вот позволяем себе, конечно, отдыхать, ничего не делать. Полежать. Полежать, да, отдохнуть. Но бывает такое, что прям когда слишком в работу углубляешься, ты теряешь баланс, где семья, да, и работа. Вот это очень сложно. Мне пока дается, на самом деле. Ну, слава богу, мои домашние меня всегда поддерживают в любых да? начинаниях, да. И на самом деле вот ребенку я заметила, совсем чуть-чуть надо. 10 минут качественного времяпровождения в день ему достаточно. То есть вот как-то надо уже как привычку это. И все будут счастливы. Говорят же, когда мама счастлива в семье, все домочадцы счастливы. Я специально вот экспериментировала со цветами. Обычно тоже вот один цвет делаю. А сегодня вот так решили что-то новенькое. Дома обязательно попробуйте с детьми. Мне кажется, им очень понравится тоже. В основном мы здесь в студии проводим вот такие, как сказать, основательные мастер-классы. Живопись, рисуем жидким акрилом тоже, да, картины. Гипсовые изделия делаем, свечи тоже делаем, мыло делаем, да. А вот я специально сегодня выбрала такой обычный простенький мастер-класс, чтобы
вот как раз Да, таки очень люди доступно. посмотрели и вот вместе с семьей после ужина, да, попробовали. И классно же, когда вот своими руками сделали елочную игрушку, она будет украшать дом. Вот. Так. Оставляем их засыхать примерно минут 10-15. Наши шарики подсохли, да? Да. Ну, первый, по крайней мере, наверное. Давайте попробуем его. Так, просто кисточкой убираем лишнюю соду. Так. И остается такой бархатный эффект. Ну, как сказали, чтобы добиться какого-то более такого результата, Да. можно 2 слоя краски, да, нанести, Два а потом слоя уже соду. тонким слоем. Ага. Сначала наносим. Ну, у нас время в эфире ограничено, поэтому сразу вот так. Ну, по крайней мере, чтобы было понятно. Да. Тонким слоем первый слой, потом второй слой тоже. И тогда свет будет, ну, такой, не будет следов от кисточки. Снимаем. У нас чуть-чуть еще не подсохло, конечно. Вот эту штучку возвращаем на место и сюда ленточку. Кстати, тут еще подходит, очень классно смотрится бархатная лента. Тоже под тему, да, получается. Ага. Да, положим пока. Как сахарная пудра, да? Как будто. Снежок. А Новый год проходит и все, Так быстро, да? ага. Поэтому я всегда стараюсь наслаждаться вот именно процессом подготовки. Аккуратненько, чуть-чуть имбирь. Вот так вот. Классно, где? Да, чё? Вот, у нас Так, получили. сейчас. Вот у нас такие шарики получились. Красивые очень, да? Разных цветов. Я, кстати, вот поняла, что можно даже просто повесить их не обязательно на елку, да, а вот в качестве украшения для интерьера, да? Где-то вот на по дверной дому развесить. проем, да, можно на люстру, если у вас люстра есть. Тоже очень красиво смотрится такой декор. Да. И своими руками. Да, действительно, очень просто, красиво и стильно, да? Да. Ага. Катрин, спасибо вам большое за новогоднее настроение уже, да, во-первых. Ну и хотелось бы вам пожелать творческих успехов в дальнейших. Спасибо Да. большое. И ждем еще новые мастер-классы. Спасибо. Обязательно. С наступающим! Да, с наступающим Новым годом!